Отставка правительства, безусловно, главная новость этой недели. Глава Коми поблагодарил его участников, что были рядом в непростые для республики дни, и приступил к формированию нового кабинета министров. Для новых стратегических задач, поставленных президентом, нужна новая команда. Приоритет – местным кадрам. Но кто именно войдет в обновленный состав Кабмина, пока неизвестно. Решение обнародуют в течение 2 недель. Алексей Корчма оценил шансы и опроверг слухи. Я принял решение о распуске правительства Республики Коми. Казалось бы, ничего не предвещало. Министры работали, конечно, не безупречно, но результат очевиден. Экономика пошла в рост, дефицит бюджета снизился. Для бизнеса теперь едва ли не тепличные условия. Тогда что не так? Перед республикой стоят очень важные глобальные стратегические задачи развития. Для этого мы избрали новый вектор развития и, безусловно, под новый вектор развития необходимо сформировать новую команду, что я и начинаю делать. В интервью федеральному каналу Владимир Уйба раскрывает подробности. По поручению президента не позднее марта нужно утвердить план социально-экономического развития региона и реализовать его до 2026 года. В случае успешной защиты республика получит от федерального центра 250-300 миллиардов рублей. Реализовать там условно 250-300 миллиардов за 4 года, да, это по 60, там, по 50 миллиардов в год, но мы с таким не сталкивались. Мы сегодня, по сути, просто формируем бюджет, да, в этом бюджете есть 10% это развитие, да, но это максимально. А у нас получается, по сути, каждый год еще один бюджет. Если у нас сегодня под 80 миллиардов бюджет, да, то нам надо порядка 50-60. Это бюджет развития. Второй этап нужно выполнять людям, которые в разы эффективнее предыдущего правительства. Но кто они, эти люди? Заезжие или местные проверенные кадры? Может, кто из прежнего правительства сохранит свою должность? Вопросов больше, чем ответов, но Владимир Уйба как бы намекает. При всех прочих равных приоритет тем, кто знает республику. Для меня очень важно, чтобы человек был, первое, профессионален, второе, честен и бескорыстен, и третье, действительно пришел работать для повышения уровня жизни вас, уважаемые жители республики, и улучшения экономических показателей республики. Причем это может быть не обязательно человек, который сегодня проживает в республике, но он в свое время родился в республике, закончил здесь вуз, затем по разным причинам уехал работать в другие регионы, но сейчас мы знаем, что такой человек есть. По персоналиям пока информации никакой. В телеграм-каналах устраивают провокационные опросы, вбрасывают откровенные фейки. Например, на должность министра цифрового развития пророчат Андрея Майорова. Он в аналогичной должности правительства Новгородской области. И, мол, его переезд – это уже свершившийся факт. Мы связались. Майоров опроверг. В Коми много талантливых управленцев, и есть из кого выбрать. Люди, по разным причинам уехавшие из республики, сейчас занимают руководящие посты в других регионах. Кадрами разбрасываться нельзя. И решение главы сделать упор на местных правильное. Это не каприз, не какая-то ревность там, да, и так далее к местным или не местным людям. Это скорее просто опыт. Опыт подсказывает. Регион у нас непростой, он сложный, он национальный, он многопрофильный, он промышленный, он особенный. И для того, чтобы человек был более продуктивный, даже с учетом того, что он 7-5 во лбу, он высокий профессионал и имеет за спиной очень хороший опыт, он должен быстро понять и разобраться, кто здесь живет, что это за люди, какие у них действительно чаяния, там, проблемы. Мы должны увидеть весь перечень этих специалистов, разных специалистов, и по масштабу личности которых и по опыту мы можем все понимать, способны ли они добиться тех высоких задач и целей, которые ставит перед ними глава и население Республики Коми. А что само население? Каким люди видят будущее правительства республики? Кто встанет у руля и будет отвечать за социалку и экономику? Нести ответственность за благосостояние всего региона? Да, конечно, местные. Потому что они знают лучше нужды нашей республики. А что тут приезжие? Только себе набить что-то и уехать. Потому что приезжих каких только не было, и все через 7 месяцев смотаются. А если москвич приедет умный какой-нибудь? Умный. Они все умные в свою сторону.
Правда ведь? Главная задача новой команды – повышение качества жизни и диверсификация экономики. По 50 крупным инвестпроектам к 2026 году планируется привлечь 150 миллиардов рублей частных инвестиций. Это позволит вывести регион на принципиально новый уровень развития. Сегодня перед республикой стоит задача – это развитие обрабатывающих производств. Я уже об этом тоже очень много часто говорю, о том, что нас не устраивает только заготовка, сухая и отдача всех больших дивидендов на сторону, где идет переработка, а именно сосредоточиться на переработке добываемого сырья, природных ресурсов, тем более, что мы вышли в правительство, это все 2021 год, в правительстве России с планом диверсификации экономики республики 21-26, получили утверждение плана диверсификации, ну и по сути приступили к его реализации. Решение главы о смене правительства смелое и непростое, говорит член Общественной палаты Коми Юрий Балабонов. Сменяемость в команде – это признак того, что все идет рационально. Прежнее правительство Коми работало в непростых условиях – эпидемии коронавируса и экономических потрясений. Сейчас новые задачи и новые цели. С позиции управления я считаю, что на определенных этапах нужны определенные команды. Видимо, скажем так, этап этой команды завершился, и глава подбирает, видимо, людей уже под новые задачи, под новые цели. Вообще, я скажу, это право губернатора, да, сформировать команду. Никто не говорит, никто не дает оценку, плохо или хорошо работала команда. В целом, я так понимаю, что прошел некий этап, закончился. Начинается новый этап в деятельности нашего главы республики. Соответственно, подбираются новые люди под новые цели, под новые задачи. Какой будет новая команда, решать Владимиру Уйба. Лишь 5 человек пройдут через фильтр согласования в Госсовете. Это председатель Кабмина, его первый зам, министр финансов, 2 постпреда в Москве и Санкт-Петербурге. Предполагается, о новых назначениях в правительстве Коми станет известно к концу следующей недели.